Кластер – некая технологическая цепочка, начиная от производителей и поставщиков и заканчивая потребителями. К примеру, в сельском хозяйстве кластер представляет собой объединение сельхозпроизводителей через кооперацию, которая охватывает производство, переработку, реализацию продукции, заготовительную сферу и так далее. За рубежом фермеры не работают в одиночку, и кооперативные формы деятельности там неотъемлемая часть хозяйственной жизни. Благо, в Кыргызстане перспективных сфер для создания кластерного направления немало. Наиболее наглядным из этого списка является производство молочной продукции. В республике перерабатывается более 1500 тонн молока в год. Завод выпускает практически всю линейку молочной продукции, начиная от молока и сливок и заканчивая сырами. Для этого сырье закупается в Чуйской и Иссыкульской области. В сутки предприятие способно перерабатывать более 40 тонн молока. Молочный завод, расположенный в Высокотинском районе Чуйской области, работает с конца 90-х. На сегодня на производстве заняты более 150 человек, все местные жители. В прошлом году завод получил на облегченных условиях $2 миллиона кредита в РКФР на развитие дела. В планах расширения производства, а затем экспорта молочной продукции. Работой будет обеспечено более 300 человек. С недавних пор, буквально 3 месяца назад, мы полностью вышли на рынок Казахстана и экспортируем нашу цельномолочную продукцию. Примерно объем составляет 10 тонн. В неделю сейчас идет отгрузка, но именно вот объемы, количество растут. Мы сейчас перед собой ставим цели поставить перерабатывающие заводы во всех регионах Кыргызстана. То есть охватить все 7 областей. Для нас приоритетная задача и обеспечить те же самые регионы рабочими местами. Премьер-министр Мухаммедкала Абулгазиев во время первой встречи членов Координационного совета отметил, что развитие регионов в первую очередь подразумевает продвижение предпринимательства. По его словам, за последние годы в стране принято несколько нормативно-правовых актов, которые значительно облегчили условия их работы. Пришло время реализовать планы по развитию кластеров и получить от этого максимальную пользу. В первую очередь необходимо поддержать бизнес, особенно в части законодательства. Если есть какие-либо вопросы, нужно пересмотреть. Кроме этого, также нужно использовать административные ресурсы в этом направлении. Это, я уверен, будет весомым вкладом в кластерную политику нашей страны. На этой неделе на совещании правительства было решено, что финансовые организации и банки окажут поддержку проектам с кластерным подходом. Российско-Кыргызский фонд развития намерен рассмотреть вопрос снижения процентных ставок по выдаваемым кредитам в данном направлении. Подписанный финансовыми институтами и банками страны меморандум направлен на реализацию единого подхода в части финансирования, координации и внедрения кластерных подходов. Финансирование сельскохозяйственной продукции, создание национальных продуктов – это кластер молоко, кластер мясо, кластер шерсть, кластер форель. Мы надеемся, что через такой подход мы сможем обеспечить адресную поддержку наших сельхозпроизводителей. Льготную поддержку, потому что условия будут предоставлены на льготных условиях. К сожалению, с каждым годом ухудшается порода скота. 30 лет назад в стране каждая корова в год давала по 3000 литров молока. На сегодня максимум 2000. В сравнении в России и Голландии получает по 6 и 10 тысяч литров соответственно. Кроме этого, у предпринимателей возникают проблемы как в процессе производства, так и в сбыте своего товара. И поэтому кластерный подход актуален. 14 февраля был принят проект финансирования сельского хозяйства 8. Проект направлен на льготное финансирование фермеров с внедрением цепочки добавленной стоимости и созвучен с темой внедрения кластерного подхода. Во время подписания постановления о начале его реализации Мухаммедкала Абулгазиев отметил, что проект является важным инструментом развития сельского хозяйства и реальной экономики в целом. Финансирование сельского хозяйства 8. Примерно бюджет составляет 6 миллиардов 200 миллионов сомов. Из них 1 миллиард сомов выделяется для наших банков, Айлбанк и РСК-банк. И в то же время эти банки выделяют свои собственные средства по 300 миллионов сомов. Кроме этого, бюджетом выделяется 250 миллионов сомов для субсидирования процентных ставок
банков, которые будут участвовать в этом проекте. Отметим, что в целях оказания государственной поддержки сельхозпроизводителям и повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса страны правительство осуществляет реализацию проекта финансирования сельского хозяйства с 2013 года. Премьер-министр поручил провести анализ ранее выдаваемых по этой линии кредитов и выяснить, какой эффект получен для развития сельского хозяйства страны. Улан Касенов, Алмаз Нурманбетов, Ала-То 24. Итоги недели.